Здравствуйте! В эфире субботний выпуск новостей Татарстана. В студии Лисан Сабирова и коротко о главных событиях этого дня. Мифы об Урусинской гидроэлектростанции. Это же диверсия. Это целый город может остаться без тепла. За что еще критиковал президент на субботнем совещании? Альбина Слагараева. Благоустройство продолжается. Чего не хватает Горкинско-Метьевскому лесу, проверила Лина Зинатолина. Любишь кататься, люби и мастерить. С первого фестиваля креативных санок Рамиль Шайдуллин. В космос не летает, но людей понимает. Привет, я робот Гагарин. О роботе с человеческим лицом и эмоциями. Салават Мухаммадуллин. Жажда скорости или ледовое побоище. О том, как в Казани прошел чемпионат по трековым гонкам, в сюжете Сергея Хайдарова. Диверсией назвал президент республики слухи о том, что гидроэлектростанция в Урусу продолжит работу. Выяснилось, что руководство ГРЭС дезинформирует и вводит население в заблуждение. Сегодня эта тема стала одной из главных на традиционном субботнем совещании в Доме правительства. Президент жестко отреагировал на эти слова. Какова же судьба ГРЭС на самом деле? И не только об этом. Альбина Слагараева. От собственников станции постоянно идет информация, что генерация останется. Буквально крик души главы Ютатинского района Рустема Нуриева. Ведь это дезинформация. Станцию закроют. Известны конкретные сроки — 30 апреля. Предприятие объявлено банкротом, а население вводят в заблуждение. На это жестко отреагировал сегодня президент. Найдите собственников. Привлечь надо их к уголовной ответственности за то, что они вводят в заблуждение людей. Найдите, кто этим занимается. Это же диверсия. Этот целый город может остаться без тепла. Еще в сентябре прошлого года создали рабочую группу по открытию новых производств в поселке Урусу и трудоустройству работников ГРЭС. Другой вопрос – установка в квартирах урусинцев индивидуальных котлов отопления, потому как после закрытия гидроэлектростанций люди останутся без тепла. Вредительство. В любом случае, давайте мы это дело, я обращаюсь и к прокурору, и к МВД, значит, давайте приведем в порядок всю эту ситуацию. Ну, нельзя людей обманывать. Одной темой на совещании не ограничились. Еще один вопрос, который вызвал возмущение Рустама Минниханова – капитальный ремонт. Уже сегодня нужно определяться с подрядчиками на будущий год. И это должны быть надежные компании, отметил президент. Это очень серьезный вопрос. Значит, я прошу услышать, ну, и ЕГИСУ, значит, и казачьи жестко контролируйте, какие проплаты куда идут. Ведь сегодня вся эта система прозрачная. Вся схема работы строителя, работа через однодневки, она уже все перспективы не имеет. Вы, законопослушный плательщик, будете отвечать за то, что проплатили деньги компании, которые не имеют ни истории, ни происхождения. В финале совещания о весне она может преподнести сюрпризы неприятные. Министр строительства и ЖКХ предупредил собравшихся. Снега на крышах много. Как бы в республике Пензенский случай не повторился. Ирик Файзуллин предложил создать комиссию, которая возьмет это дело под контроль. Президент инициативу поддержал. Альбина Слагараева, ТНВ, Казань. Завершается ремонт техники, завозят минеральные удобрения, разрабатываются рабочие планы. О подготовке к весенне-полевым работам рассказал сегодня в Доме правительства Марат Ахметов. Перед аграриями на этот год задача обеспечить 10% роста в земледелии. Для весенне-полевых работ требуется свыше 20 миллиардов рублей, заявил глава Минсельхозпрода республики. По его словам, сегодня в регионе есть достаточное количество высококачественных семян. Доктор Айболит из столицы в село приедет жить. Сегодня в Лаишевском районе открылся новый ветеринарный пункт. И по программе молодые специалисты в село построили дом для казанской семьи специалистов. Теперь на работу ходят через двор. Как в районе смогли закрыть вакансии ветеринаров. Салават Мухаммадуллин. 80 коров, и это только в одной из 6 деревень. У этих и других четвероногих обитателей села Малая Елга и его соседей появился свой ветеринар.
Добро пожаловать в наш дом. Пожалуйста, проходите. Здесь у нас зал. Айгуль и Ильнур Набиуллина – семья ветеринаров. Сегодня они принимают гостей. У них новоселье. В деревню переехали из Казани. Дом получили по республиканской программе «Молодые специалисты в село». Теперь семейные хлопоты и профессиональная деятельность перестанут отнимать друг у друга время. Расстояние от дома участковых врачей до ветеринарного пункта можно преодолеть за считанные секунды. Это два соседствующих между собой здания. Так молодые специалисты смогут оказывать помощь в любое время суток и днем, и ночью. Благо, ходить далеко не нужно. На обед, как говорится, быстренько сбегать домой. Вот. У меня супруга детей покормит быстренько на обед. Ну да, со школы, например, возвращается дочка. Очень даже я могу, например, посмотреть, все ли в порядке. Да. Теплые помещения, операционный стол и инструменты для работы. Условия не хуже, чем в городских ветклиниках. Есть даже комната ожидания. Есть служебное жилье для участкового ветеринарного врача. Транспорт, все условия есть. И на сегодняшний день они получают примерно 30 тысяч среднюю заработную плату. Теперь в Лаишевском районе нет вакансий для ветеринаров. Но такая ситуация скорее исключение, чем правило. Некоторые районы республики до сих пор испытывают недостаток квалифицированных ветврачей. Программа по привлечению молодых специалистов в село должна решить эту проблему. Салават Махмадуллин, Амир Залишев, ТНВ, Лаишевский район. О мерах личной профилактики сегодня министр здравоохранения республики опубликовал в своем инстаграме лифтолог в условиях карантина по гриппу. Адель Вафин напомнил меры личной профилактики вируса и пожелал своим подписчикам быть здоровыми. Если в случаях наблюдаются симптомы, похожие на грипп, обратиться к врачу. Напомним, с 23 января поликлиники и больницы Казани переведены на усиленный режим работы из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом. Награжден орденом дружбы. Выдающийся врач России, академик, профессор Ринат Акчурин получил награду из рук президента России. Торжественная церемония состоялась в Екатерининском зале Кремля. Ринат Акчурин много лет поддерживает связь с Татарстаном. На медико-инструментальном заводе республики разработали и выпустили набор для коронарной хирургии под названием «Набор Акчурина». Академик принимал участие в создании межрегионального клинико-диагностического центра в республике. Что касается этой высокой награды, то я ее делю с моим коллективом, с моей семьей и со всеми, кто здесь в этом зале. Благодарю за внимание. 70 тысяч казанцев за 2 месяца. Столько отдыхающих с начала зимы посетили новый благоустроенный парк Горькинско-Аметьевский лес. Новая зона отдыха обрела небывалую популярность. Покататься на лыжах или просто прогуляться по красивым аллеям сюда едут даже с другого конца города. Но вот припарковаться или найти лишнюю пару лыж не всегда удается. Как скоро решатся проблемы инфраструктуры парка, Лена Зинатуллина. Найти здесь парковочное место – миссия номер 1. И сегодня нам это удается. Спасибо морозу в минус 20. Обычно отдыхающим приходится наматывать не один круг. Выходные дни, праздничные дни, мест очень... Бывает мало, конечно, загружено. Говорят, здесь вечером больше народу, потому что очень красивая подсветка. Но мы сами-то первый раз только. Я тоже слышал, что немножко маловато парковка. Парк стал настоящей находкой для любителей покататься на лыжах. 2 разные трассы рассчитаны на профессионалов и новичков, а протяженность одного круга на лыжах больше 4 километров. Андрей Никонов и Екатерина Романова тоже решили провести спортивный выходной. Хоть и живут далеко, в этот парк приезжают постоянно. Лыжи взяли в прокате. Народу много бывает? Иногда очень много, очередь большая. Мы в прошлый раз час стояли в прокате. На спортивной базе леса 80 пар лыж. И действительно, бывает, что на всех снаряжения не хватает. Люди, конечно, некоторые там ворчат и так далее. Как уж без этого. Вот. Но ждут. В ближайшее время будем этим заниматься. Не только на лыжах, но и на собаках можно покататься в Горькинско-Аметьевском лесу. Нас везут 7 чукотских хаски. Эти опытные собаки бывали в экспедициях даже в Арктике. Тут возникает еще одна проблема. Собачьи упряжки, дети, катающиеся с гор на резиновых тюбингах, и просто пешеходы порой мешают лыжникам, выходя на трассу. Эта проблема сегодня стала главной на обсуждении инфраструктуры парка. Команда Натальи Фишман выслушала жалобы и пожелания казанцев. И первым высказался тренер детской лыжной спортшколы, что называется, накипело. Нет площадки для выгула собак. Выгуливают они их, к сожалению, на нашей лыжной трассе. Все тюбинги, все лыжи прокатные, все приходят к нам на трассу. У нас есть горки, на которых
мы предлагаем кататься на тюбингах. Есть горки, на которых мы пишем, пожалуйста, здесь не катайтесь на тюбингах, но это никого не интересует. Люди эти таблички срывают, прямо на этих табличках начинают кататься вниз с тех горок, которые предназначены для лыжников. Будем, видимо, отгораживать лыжную трассу каким-то забором. Решить конфликты, устранить проблемы и просто навести красоту. Вторая очередь работ по благоустройству готовит много нового для посетителей. Здесь появится площадка для выгула собак, экотропы, тренажеры и арт-объекты. Главное преображения начнутся весной. Лина Зинатульна, Андрей Сентальцев, ТНВ, Казань. На горе эксклюзивные сани в виде пиратских кораблей, диковинных зверей, надувных плотов и ракет. Такие сани в Мамадыше стали номером 1 среди зимних средств передвижения. Здесь прошел первый в Татарстане фестиваль креативных санок. Рамиль Шайдуллин увидел, как первый блин не только не стал комом, а еще и накормил блинами всех гостей. Аромат горячей выпечки зазывает на огонек. Каждому гостю бесплатный горячий паек. Праздник санного спорта уже до начала обещает наплыв желающих согреться. В такой холодный день будем угощать горячим чаем, горячими блинами. Пожалуйста, подходите. Готовь сани с лета, а к фестивалю с зимы. Далеко до трассы крестьянские полозья. Не для гонок, а как экспонаты. Приятно видеть, что до сих пор еще все это живо. В страну детства зазывает общий антураж. В ролях участников команд, герои сказок и мультфильмов, транспорт только хендмейд. Шхуна капитана Джека Воробья или печка Ивана Дурака. Вместе с пиратскими кораблями и русскими печами на фестивале встречаются и вполне себе обычные сани, но и здесь они вполне себе в диковинку. Праздник республиканского уровня для кого-то в первую очередь свой праздник. Молодожены из Мамадыша не прогадали с датой свадьбы. Знаменательно, наверное, мне кажется. Большой день. Организаторы фестиваля считают, что санные катания должны быть не только забавой. Новые идеи, новизна – это всегда хорошо, и поэтому превратилось все в такой праздник. Он проводится впервые, но надеемся, что он станет традиционным, учитывая, что пришло много народу и много участников. Презентация команды и первые старты. Длина спуска 30 метров, для разгона около 6. Победитель должен проехать максимально аккуратно и как можно дальше. Номинация гонок называется «Как по маслу». Это же как культурно-развлекательное даже мероприятие, но это впервые. Мы даже немножко волнуемся, но все равно надеемся на победу. Участников гонок оценивают еще и за креативные презентации и костюмы. В других номинациях награждают хозяев самых необычных саней. Что на фестивале креатива, возможно, самый сложный выбор. Рамиль Шайдуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Мамадыш. А вот на новогодних каникулах туристов не досчитались, а вот в целый уже гостей в республике стало больше. Сегодня в Комитет по туризму подвел итоги работы за прошлый год. 250 тысяч иностранцев отдохнули в Татарстане в прошлом году. Это китайцы, корейцы, немцы, турки и индусы. Активно идет процесс по улучшению сервиса в гостиницах и отелях. Продолжается обучение экскурсоводов иностранным языкам. И есть проекты новых туристических маршрутов. Цель – привлечь туристов не только в Казань, Свияжск и Болгар, но и в район республики. Робот с лицом и эмоциями человека в Иннополисе. Всего за 4 месяца ученые создали андроид, способный понимать настроение и чувства людей. С машиной в облике Homo sapiens можно поговорить об истории, узнать мнение о своем внешнем виде и поиграть в крокодила. О будущем в настоящем Салават Мухаммадуллин. Привет, я робот Гагарин. Знакомьтесь, новый житель Иннополиса. Робот Гагарин говорит голосом Юрия Алексеевича, может поддержать практически любой разговор и дать урок истории. Наш народ своим гением, своим героическим трудом создал прекрасный в мире космический корабль «Восток» и его очень умное, очень надежное оборудование. Но это лишь семечки, или, говоря на языке машин, гайки, по сравнению с умением понимать и зеркалить эмоции человека. Что я чувствую? Дайте взглянуть. Вы чем-то удивлены. Правильная реакция на поведение человека, по словам разработчиков, главное их достижение. В будущем Гагарин может работать гидом, учителем и даже психологом. Андроид понимает несколько языков. В прошлом роботы использовались в основном в индустрии, то есть они выполняли рутинные действия и задачи, которые повторялись. Сейчас они постепенно вовлекаются в другие отрасли, как сотрудники ресепшена, как консультанты. Поэтому очень важно, чтобы роботы могли понимать эмоции человека. Пока у Гагарина есть только голова. Одним из вариантов будущего тела ученые называют его соседа, робота AR-601. Видит Гагарин с помощью камер, встроенных в его глаза, и управляется с подключенного компьютера. Однако уже в будущем разработчики планируют сделать его абсолютно автономным. Туда
будущее за роботами. Такой оптимизм имеет под собой основание. Работа над Гагарином идет всего лишь 4-й месяц. В конце года ученые планируют представить полную версию головы робота. В течение еще 2 лет мы планируем сделать так, чтобы он мог выполнять уже более то есть расширенный список функций, взаимодействовать с окружающей средой, с людьми уже не только словесно и невербально, но и как-то показывать им направление, не знаю, помогать приносить, то есть если использовать в качестве официанта, то приносить еду, например. Стоимость головы робота сейчас колеблется от 5 до 50 тысяч долларов, однако при массовом выпуске его цена может упасть в несколько раз. Робот Гагарин, Салават Мухаммадулин, Данил Филатов, ТНВ, Иннополис. По каким правилам век назад казанские мусульманки ходили в театры? Какие татарские постановки были самые первые и сколько на них стоил билет? На эти вопросы дает ответ выставка, открывшаяся в Москве. В Театральном музее имени Бахрушина выставлены 77 афиш, плакатов и костюмов, рассказывающих 110-летнюю историю татарского театра. О самых ценных экспонатах выставки в репортаже нашего собственного корреспондента в Москве Дины Газалеевой. Как будто назад в прошлое. Именно такое ощущение возникает при взгляде на эти афиши. Прошло 110 лет, а в них до сих пор пульсирует реальная театральная жизнь. Чувствую притяжением общенационального духа. 77 экспонатов, афиши, плакаты, программы. Возраст самой старой афиши 110 лет. С нее и начинается экспозиция. Датируется 1906 годом и сообщает о постановке первой пьесы татарского театра «Кузганыч Бала. Жалкое дитя». В наших фондах, конечно, есть материалы по истории татарского театра, но основные раритеты, главные раритеты исторические, конечно, хранятся в Казани. Познавательная информация, ответы практически на все вопросы театральной татарской жизни того времени. Куратор выставки Рауза Султанова уверена, каждый экспонат как кладезь знаний. Особенно те первые афиши, которые написаны от руки самим Галяскаром Камалом. Интересные подробности есть и о том, как привлекательным поход в театр делали для мусульманок. Поскольку мусульманка-женщина не приходила, не могла присутствовать на праздниках с мужчинами, отдельно для них строили даже ложу. И это тоже афиши указывали. Как и 100 лет назад, антракты заполнены национальной музыкой и чтением стихов. Организаторы выставки «История татарского театра» в афишах и плакатах не стали отходить от традиций. Дина Газалиева, Виталий Лукьянов, Александр Ярошов, Владимир Зуев, ТНВ, Москва. Легендарный Калашников в Казани в музее Пушечного двора открылась экспозиция, посвященная конструктору лучшего автомата мира. На выставке представили более 190 экспонатов. Это личные вещи Калашникова, нагрудные знаки, ордена и не только. А что еще? Раритеты увидела Лейсан Мустафина. Калашников начинает потихоньку побеждать. Образцы оружия, медали, более 200 фотографий. Все это представлено на выставке. Особый интерес у посетителей экспозиции вызывает АК-47. Этот автомат Калашников разработал еще в 1947 году прошлого столетия. Его модификации являются самым распространенным стрелковым оружием в мире. Его разработки – это комплексы автоматов 40-х и 50-х годов, автоматы АК-47, АКМ, ручные пулеметы Калашникова. Комплексы 70-х годов – это автоматы АК-74, ну и вплоть до 90-х, 2000-х автоматы АК-100 серии. На его родине стрелковое оружие выпускают в концерне Калашников. Большую часть выставки занимают охотничьи карабины Сайга. Они тоже созданы на базе автомата Калашникова. Реконструирован фрагмент квартиры оружейного мастера. В данном случае перед нами представлены ручные пулеметы и станковые пулеметы конструкции Калашникова. Разработкой пулеметов он начал заниматься с 50-х годов. Отличительной особенностью от автомата являются увеличенные габариты ствола, наличие сошки, такого вот придерживающегося элемента, и повышенной вместимости магазина. В организации выставки помог друг конструктора Амсар Фазулзянов. Посетителям он раскрыл Калашников совсем с другой стороны, как отличного товарища. Он, когда проезжал через Казань, тоже каждый раз почти останавливался в Казани. У нас в гостях было. Кроме того, мы часто ездили на охоту. Была очень крепкая дружба. Прочность, долговечность, безотказность – вот характеристики автоматов Калашникова. Любой желающий может посетить выставку до 10 мая. Лейсан Мустафина, Алексей Алексеев, ТНВ, Казань.
Полет нормальный. В Казани прошел необычный флешмоб. Устроили его рядовые горожане и посвятили чемпионату по запуску бумажных самолетов среди школьников, который пройдет у нас ровно через неделю. Сегодня же организаторы около чаши запустили 1,5-метровый бумажный аэроплан. Его полет был недолгим, всего 2-3 секунды. Также ребята танцевали, участвовали в конкурсах. В финале традиционное селфи. Полет прошел удачно, правда, самолет наш прилетел не до Москвы, а всего 3 метра, но танцы были шикарные. Флешмоб был как никогда, кстати, потому что на улице очень холодно, а за счет флешмоба мы согревались, и затем мы запускали самолет. Его полет был непродолжителен, но зато какой фееричный, всем понравилось, все были в восторге. Было, конечно, забавно то, что он уткнулся, но я думаю, надо было собраться вместе и постараться запустить его общими силами. Тогда бы он, уверен, полетел. Весело, живо. Несмотря на прохладную погоду, на сильный такой холодный ветер, настроение хорошее, хочется принимать участие и танцевать. Мороз, солнце, рев моторов. Сегодня в спорткомплексе «Усады» прошел открытый чемпионат Казани по трековым гонкам. Приз – Кубок Федерации автомотоспорта Республики. В соревнованиях участвовали 13 спортсменов из нашей республики и регионов России. О том, как профессиональные гонщики укрощали авто на льду, Сергей Хайдаров. Утро, суббота. Для любителей автомотоспорта этот день выдался не только морозным, но и экстремальным. На открытый кубок по трековым гонкам в Казань съехались представители Ижевска, Йошкар-Олы, Тольятти и других городов России. Среди участников и молодые спортсмены, и уже опытные гонщики. Один из таких – татарстанец Рафаэль Фаттахов. В этом виде спорта он уже 17 лет. От опытных ты знаешь, как он себя поведет. А вот молодые, кто первый раз выезжает, кто еще там первый сезон только едет, да, они молодые, горячие. То есть некоторые моменты не знают, и мы их боимся даже, так скажем, да, потому что любую можно ожидать от них действия. Как говорится в поговорке, тише едешь, дальше будешь. Так и профессиональные гонщики утверждают, что самым сложным является не первым прийти к финишу, а удержаться на ледовой трассе. А удержаться удалось далеко не всем. В ход соревнований неоднократно приходилось вмешиваться службе безопасности трассы. После того, как поврежденный автомобиль оперативно доставляли в бокс, гонка продолжалась. В соревнования могли возвращаться и аутсайдеры после ремонта. По словам механиков, главное успеть до начала следующего заезда. Соревнования проходили в 2 классах – объединенный и национальный. Несмотря на технические различия, победу сразу в обоих одержал представитель Таиф Мотоспорт Дмитрий Брагин. Сложность сегодня для всех то, что погода безветренная, очень морозная и сильная пыль такая снежная. Там сзади люди едут, вообще ничего не видно. Сегодняшние соревнования спортсмены называют генеральной репетицией перед чемпионатом России по трековым гонкам. Он стартует уже через неделю. И победа казанца сегодня только придаст представителям Татарстана уверенности. Сергей Хайдаров, Данил Филатов, ТНВ «Казань». Все репортажи выпуска будут на сайте нашей телекомпании. А далее в выпуске «Прогноз погоды». Увидимся в 21:30. До свидания. Просто паспорт покажите, сразу шубу подарите. Елена Фурс. Строительная компания «Финдом» предлагает квартиры секции в кирпичных домах в 10 минутах езды от города Казань. Телефон в Казани 239 07 25. Начиная год, увеличивай доход. Автомобили «Газель» от 540 тысяч рублей. «Газон Next» стал выгоднее на 435 тысяч. Автосалон «Луидор Казань». Звони 2888 778. Погрузись в захватывающий мир науки. Такого ты еще не видел. Магия. Тайны. Приходи и посмотри на это собственными глазами. Вы бы видели, сколько бабуля вкусного из пятерочки привезла? Вы бы видели, сколько там еще осталось? Ого! Шоколад Бабаевский в ассортименте 100 граммов по 55 рублей. Пятерочка выручает!
Где купить автомобиль «Лада»? Выбор очевиден. «Канавто» – официальный дилер в Казани. Более 1000 автомобилей в наличии. К вашим услугам выгодные программы кредитования, страхования, трейд-ин и регистрация автомобиля. Ждем вас в «Канавто» 230 30 30. В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачное, высокое, среднее, рыночное. Но если вы ищете низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Здесь живет доступная ипотека с государственной поддержкой. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь. Biz Artur Marat dueti 25 fevral kuni Piramida konsertlar zalina Bulg'ar radiosi milliy muzikal premiya topshirish tantanasini chaqirib qolamiz. Щедрое предложение от сервисного центра «Паркавто». Для всех владельцев «Лада» 2017 рублей в подарок. Сервис официального дилера становится доступным с «Паркавто». Мусина 37. 235 35 35. В Мебельграде рождественская распродажа. Только в январе сказочные скидки на всю мебель. Просто паспорт покажите, сразу шубу подарите. Елена Фурс. Газета «Город». Газета городских новостей №1 в Казани. Мы пишем обо всем, что влияет на жизнь каждого и города в целом. Специальные репортажи, интересные люди и события. Газета «Город». Каждые выходные в вашем почтовом ящике. «Канавто» – новый официальный дилер автомобилей УАЗ. Только в январе всем клиентам специальное предложение. Выгода на УАЗ Патриот в «Канавто» до 90 тысяч рублей. Огромный выбор автомобилей в наличии. Выгодный трейд-ин. И все это в «Канавто» 230 30 30. Здравствуйте, поговорим о погоде. В республике установилась морозная погода без существенных осадков, и в предстоящие сутки будет без изменений. На юго-востоке республики облачно с прояснениями, осадки будут маловероятны. Ночью температура воздуха составит до 23 градусов мороза, а днем до минус 16 градусов. На северо-востоке ясно и без осадков, ночью минус 21, днем же до 18 градусов мороза. На севере республики малооблачно и без осадков, ночью минус 21, днем температура воздуха составит до 15 градусов, ниже 0. На северо-западе будет малооблачно, ночью минус 22 градуса, днем уже минус 18. На юго-западе ожидается ясная погода без осадков. Минус 22 градуса ночью и минус 19 градусов днем. В центральном районе республики малооблачно, осадки не ожидаются. Ночью минус 21, днем же до 16 мороза. В последующие сутки морозная погода сохранится. В предстоящие сутки в Казани будет ясно и без осадков. Температура воздуха в ночные и дневные часы составит около 20 градусов мороза. Ветер западный слабый. Атмосферное давление составит 771 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 74%. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.